Харис Мунасипович Юсупов, заслуженный тренер РСФСР и СССР, заслуженный работник физической культуры России и Башкортостана, мастер спорта СССР по самбо, вольной, классической и национальной борьбе, основатель знаменитой Уральской школы борьбы, обладатель 7-го дана по дзюдо и 5-го по карате, профессор, почетный гражданин города Челябинск, кавалер орденов почета и Салавата Юлаева, судья всесоюзной категории по самбо и дзюдо. Родился в деревне Аркаул Салаватского района. У нас на школьном дворе жил конь весом в 180 килограмм. Я под него залезал, обхватывал ближнюю заднюю ногу и дальнюю переднюю. Вставал и поднимал горбунка. Естественно, чтобы он не брыкался, я его заранее подкармливал хлебом. И весь наш 10 класс выходил во двор посмотреть мое представление. Писал в своих воспоминаниях Харис Юсупов. В мировом масштабе он известный человек, это во всем мире. Японцы его признали в свое время, когда они совместно тренировки проводили. И знаете, тренер что сказал? Харис, ты не только легенда в спорте, в дзюдо, ты самый большой тренер нашей планеты. Знаменитая лента Хариса Юсупова, которую он всегда при параде носил, на всех своих парадных фотографиях в ней. И на этой ленте, наверное, отражен весь его жизненный путь. Лента на самом деле нелегкая, она весит больше 10 килограмм. Мы эту ленту в воспитательных целях возим на соревнования, на турнир Хариса Юсупова по борьбе на поясах в Челябинской области и на турнир по курэш, который проводим на его родине, в Салаватском районе, в Аркауле. И вот я всегда даю возможность юного спортсмена, победителя, прикоснуться к этой реликвии. Кто может, пытается на одной руке ее удержать, но это на самом деле не так легко, долго не удержишь. Потому что здесь в металле сконцентрирована вся спортивная доблесть отца и его учеников. Детство будущего тренера пришлось на тяжелые военные годы. Уже стали семейной легендой рассказы о том, как Харис и его младшие братья были спасены от голодной смерти. Многие связывают это событие с волей судьбы, которая уготовила будущей легенде башкирского и российского спорта особый путь. Но сначала Харису Юсупову было суждено покорить комиссию на прослушиваниях в Уфимское театральное училище, куда на драматическое отделение он был принят с первого раза. Прекрасно рисовал. Он талантливый человек был во всех отношениях. У него прекрасный был голос. Если бы он закончил бы свое театральное училище, если бы он пошел как певец, он бы тоже достиг не хуже Шаляпина. Голос у него был настоящий. Очень красиво пел. Любые песни. И арии исполнит, и оперетту исполнит, народные песни исполнит. А как он пел? Талантливый человек, наверное, талантлив во всем абсолютно. И он был действительно многогранной личностью, человеком удивительной мудрости. Я в первую очередь, здесь, наверное, подходит у башкир такое есть красивое слово, да, аксакал. Вот человек, который, что бы ни говорил, это была мудрость. И мне до сих пор осталась такая вот большая грусть, сожаление, что в свое время мы не общались очень много. И, возможно, даже где-то не записывали его. У меня такая вот всегда сожаление до сих пор присутствует в моей жизни. А если сказать вот о его, вот, например, вот общественной жизни, которой я больше с ним встречалась в жизни, после того, как появилась в городе Челябинске, в первую очередь, конечно, он был человеком, который организовывал сабантуй. Более чем 50 лет в городе Челябинске ни один сабантуй не проходил без его участия. Он был бессменным человеком, который поднимал флаг сабантуя. Конечно, каждый сабантуй – это обязательно в первую очередь борьба. И, конечно, на этой борьбе всегда присутствовал Харис Ася. И его непреклонный авторитет, его такой вес, его, скажем, достоинство, оно всегда играло вот вообще вот мощную такую роль. Всегда там царила безукоризненная честность. Всегда рядом с ним присутствовало очень много народу.
Уфа встретила новоиспеченного студента неприветливо. Отсутствие стипендий, места в общежитии, ежедневная работа вместо учебы в училище оказали решающую роль. Харис Юсупов возвращается в родную деревню. После окончания школы и службы в рядах советской армии он поступает на факультет физвоспитания Челябинского педагогического института. Первокурсник уже имел за плечами багаж спортивных побед на чемпионате Вооруженных сил СССР. В конце 50-х годов Харис Мунасипович заканчивает институт и 2 года работает тренером в Башоблсовете ДСО «Спартак». Но ставший уже родным Челябинск манит знаменитого батыра. Уже через 4 года Юсупов становится старшим тренером Челябинского областного совета «Динамо». Той самой секции самбо, которую сегодня по праву называют Уральской школой борьбы, и связывают с именем Хариса Юсупова. Огромный вклад он внес в развитие нашего вуза, Уральского государственного университета физической культуры, в развитие спорта Челябинской области и конкретно борьбы в Челябинской области. И вот олимпийский вид спорта, борьба дзюдо, это, конечно, заслуга Хариса Мунасиповича Юсупова в том, что наши спортсмены, наши челябинские спортсмены именно вот по дзюдо вышли впервые на международные арены. И, конечно, это легенда нашего челябинского дзюдо Григорий Веричев, который является воспитанником именно Хариса Мунасиповича Юсупова. Он же большой оптимист. Он видит человека, начинает с ним разговаривать и обещает ему золотые горы. Ты это добьешься обязательно. Сначала вроде не верится. Проходит время, его мечты, его предсказания, получается, они достигают того, что он обещал. Если про меня сказать, допустим, я, получается, 3 года у меня пропало в армии, пришел, не знаю, буду бороться, не буду бороться, как бороться. Пришел Харис Михайлович, обрадовался, ну давай, все, тренируйся. Прошло 3 месяца, даже меньше, чем 3 месяца. Поехал на чемпионат Таджикистана, стал чемпионом вдруг. 3 года не боролся, представляете? И так везде, он везде настраивает. А если уж серьезное соревнование, прямо настраивает, как это, так основательно, заставляя, чтобы ты разозлился по-спортивному. И это приносит результат. Терпение у него было огромное. Что-то, сколько не терпел, кто-то там что-то не так делает, он терпеливо, потихоньку объясняет, подсказывает, что, как делать. Про себя думаю, что за 10 секунд ничего невозможно сделать. Но сколько случаев в практике бывает, что в последнем секунде добивается таких побед. В течение многих лет Харис Мунасипович Юсупов как тренер накапливал практические знания, основываясь на интуицию и огромный опыт, полученный в процессе работы наставником различных команд Челябинской области и сборной страны. Он научился распознавать настоящие борцовские таланты, пестовать их и выпускать на большой ковер. Большой психолог. Это был как человек-архитектор душ. Он понимал своих учеников, он мог проникнуть вглубь психологии, он знал всех учеников поименно, знал их жен, знал детей, интересовался семейным положением. То есть это главное для тренера, чтобы наладить связь. Как говорится, чтобы воспитать большого чемпиона, нужно об этом чемпионе знать больше, чем он сам о себе. Только тогда ты сможешь управлять этим тренировочным процессом. И поэтому он всегда в этом был примером. Харис Юсупов является еще и первым чемпионом РСФСР по борьбе на поясах. Звание мастера спорта РСФСР по национальной борьбе «Кураж» было присвоено ему в 1960 году. Уйдя на заслуженный отдых, он не стал домоседом, а занялся популяризацией национальной борьбы на поясах. В память о нем сегодня ежегодно проводятся юношеские турниры по национальной борьбе «Кураж», а также, начиная с 1994 года, открытый всероссийский турнир по дзюдо на призы Хариса Юсупова. Для людей делал больше, чем для себя, для семьи. На самом деле так и было. Потом уже, когда я
стал действующим спортсменом. И сначала он, естественно, отдал меня в детскую группу, к детским тренерам. Он на тот момент уже занимался спортсменами более высокого уровня. Ну, со временем, конечно, я тоже вот перешел уже туда, в его группу. И это было уже, конечно, совершенно другое восприятие. Да, мы с самого детства имели возможность ездить с ним на сбор, но я тогда не понимал, что это такое. Там сборная Союза, когда тренируются, то есть там мастера спорта, международники, заслуженные мастера. Ну, для меня, как для ребенка, это были, скажем так, такие глыбы, такие вершины, что я как бы, ну, маленький там под ногами болтался. Став действующим спортсменом, я, конечно, понял, что за каждым из этих результатов стоит гигантский труд. И вот то, что мы отца там месяцами, а то и больше не видели дома, это, наверное, и есть, наверное, тот минус, который есть у каждого тренера, который стремится к высокому результату. Он все должен отдать своему ученику для того, чтобы достичь этого, даже в ущерб близким своим, своей семье. Да, было такое, но я вот сейчас как тренер это прекрасно понимаю. В 1970-м Харис Мунасипович работает старшим преподавателем Челябинского филиала Омского, а с 1973-го заведует кафедрой борьбы Челябинского института физической культуры. Школа самбо и дзюдо, основанная Юсуповым, хорошо известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Он никогда не терял связи с своей родиной. И даже после того, как мы закончили уже активные занятия борьбой, он всех нас неоднократно приглашал к себе на родину. И мы ездили вместе с ним, выступали там в Доме культуры перед его односельчанами, и рассказывали истории из нашей совместной спортивной жизни, где я был борец, спортсмен, а он тренер. Мы ездили с ним и на международные соревнования. Раньше существовал такой порядок: если в сборную Союза входил спортсмен, то за рубеж выезжал и его личный тренер, чтобы ему там оказывать поддержку. К сожалению, такая практика сейчас не приветствуется. Вот, мы с ним выезжали на международные турниры. Я помню международный турнир в Румынии, где я занял 3-е место, завоевал бронзовую медаль. И я понял так, что он был недоволен этим результатом. Я проиграл там единственную схватку чемпиона Европы из Германии. И проиграл буквально чуть-чуть. Казалось бы, неплохой результат. Бронзовая медаль на большом международном турнире. Вот, а однако он высказался, что нет, только золотая медаль признается. То есть я понял, что у него был такой настрой – быть только первым среди равных. Папа Ю. В истории он останется под этим именем. Так прозвали его воспитанники, ученики, друзья. За свою многолетнюю деятельность он воспитал призера Олимпийских игр, 2 чемпионов мира, 14 чемпионов Европы и мастеров спорта международного класса, более 250 мастеров спорта. На протяжении 17 лет прославленный башкирский спортсмен являлся тренером сборных команд СССР по самбо и дзюдо. Куда бы жизнь меня не бросала после окончания университета нашего, я не мог не посоветоваться. Мы практически виделись чуть не ежедневно, потому что он мне как старший брат, как наставник, как учитель. Правда, учитель это звучит гордо. Вот. И он меня вел по жизни, и когда я тренером работал в администрации, и когда меня пригласил Каменев в бассейн электрометаллург, где я работал замом, потом директором. И Харис Михайлович, он мне всегда давал совет. В 2008 году у меня Бакаев такой у нас был, самородок, паралимпиец. Они дружили между собой, общались. И он мне предложил должность председателя Паралимпийского комитета, и я не мог не посоветоваться с Харисом Мунасиповичем. За свою плодотворную жизнь Харис Мунасипович успел реализовать себя не только как профессиональный спортсмен и мудрый наставник, но и как ученый. Он является автором более 80 научных трудов, в том числе учебных пособий и монографий. Он еще к тому же является профессором. И свыше 120 его трудов, которые были написаны, до сих пор люди читают, и все ученые как профессора воспринимают его не только как тренера, но и как ученого. То есть он так многогранно во всех сферах жизни оставил след, поэтому мы его вспоминаем с честью. Он первый, кто подал идею, то есть
параллельно с тренировкой должна идти наука. Не параллельно, они должны пересекаться постоянно. И тогда в 80-м году он пригласил сюда на кафедру борьбы из Харькова Сиротина Олега Александровича. И вот они сначала работали вдвоем. И потом, после того, как я закончил институт, меня пригласил Харис Мунасипович на кафедру. Я занимался преподавательской деятельностью, и он меня привлекал к научной деятельности, потому что он понимал интуитивно, и что без науки в теории и практике спортивной тренировки не обойтись. То есть нужна наука, проведение научных исследований. Английская пословица гласит: «За каждым великим мужчиной стоит великая женщина». Покорять вершины Олимпа, добиваться наилучших результатов в тренировочном зале, работая с будущими чемпионами, всем сердцем отдаваться научным изысканиям во благо развития спорта и физической культуры, полностью отключаясь от мирских забот, способен лишь тот, за чьей спиной теплеет надежный тыл. Этим тылом, мягким светом, дающим уверенность в себе для Хариса Юсупова, всегда была супруга и его семья, его дом, его крепость. Редкие минуты, проведенные вместе, и по сей день горят яркими огнями воспоминаний в памяти любящих родных. Для нас была большая радость, когда он приезжал. Соревнования всегда с подарками, всегда он радостный, мы всегда радостны. Это на самом деле были праздники. И причем он делился этой радостью со всеми. Всегда гости были у нас дома. Радушный очень был человек. И с точки зрения того, что вот к нему люди тянулись, это было на самом деле видно. Я не говорю даже про его учеников, говорю про близких, друзей, те, которые по жизни шли рядом. И вообще люди, скажем так, с нашей точки зрения далекие, но это были его земляки, то есть они там приезжали из Салаватского района, из Башкортостана, и для них он был кумиром, авторитетом, а они для него были родными людьми. Ну, сами знаете, стать великим тренером Советского Союза не так-то просто было. А Советский Союз у нас, страна была очень-очень большая. Он сильный человек был. Ну, любовь к людям, любовь к детям, любовь вот ко всему-то. Он, вот понимаете, вот моему отцу, вот ездил он, допустим, в Среднюю Азию, везде, 18 тюбетейк привез. Какой вот сын даже подарит своему тестю вот столько тюбетейк. Без внимания оставлял мою маму, моих сестер, моих племянников. Очень внимательно был. Все, что касалось отца, для нас было очень так вот во многом и свято, наверное, даже. И вот, ну, мы, по сути, чувствовали себя такими же, наверное, учениками, когда сейчас вот уже повзрослев, я понимаю, общаюсь с ребятами, общаюсь вот с ними. То есть у них даже, если вы знаете, есть некая такая клуб воспоминаний, да, вот они собираются и вспоминают все его там истории, юмор и вот все эти вещи. Конечно, вот то, что дал как отец, наверное, это вот понимание общения с людьми. И с разными людьми он общался по-разному. То есть каждому человеку он находил какой-то, вот, наверное, ключик. То есть это вот человек-педагог, безусловно, да, педагог такой, он и в семье таким был. То есть если вот в Марисе он там видел одни черты, во мне, наверное, он видел какие-то другие. Ну, по крайней мере, всегда он находил вот это вот похвальное слово, да, которое тебя воодушевляло, делало тебя сильным. И вот это вот чувство, то есть он редко хвалил, но если хвалил, то это было именно в ту точку и давало, вот, задевало как раз то, к чему ты стремишься. В своей книге «Теперь я просто папа» Харис Мунасипович с любовью вспоминает судьбоносную встречу с будущей женой. Выиграв борцовский турнир, я познакомился с девушкой по имени Фарзана. Кто бы мог подумать, что в будущем она разделит все мои радости и горести, родит мне 2 сынов и на протяжении долгих лет пронесет на своих хрупких плечах нелегкое супружеское бремя, став женой вечного кочевника Хариса. Это просто случайная встреча. Но после Сабантуи самовар Ланкиля. Харис оглянулся и говорит: Мигр выиграл. Айда, говорит, пойдемте со мной, говорит, вся Серга. Мы там, ладно, в следующий раз. И помахали, пошли дальше.
И келем на каникулы к себе на родину, поселок. Клубка келгани меня ипташлары, кызлар, ну, в общем, это школьные подружки. И смотрю, это и Харис, они подходят. Это алупсураштак инде, тут танцы начались. Это смотрю, Харис меня приглашает на танец. Харис познакомился, а меня они им блян, а ты им блян, меня братьям было, всех, вот, потому что мы на одной улице, весь тонышкан. Дурки вот ерды, ни разу не целовались. Хот ясатага, мне кызлар это, шолтырда, мы там кызлар это, что, сумасшедший, что ли это? Мы еще в командировку даем в Свердловске, мне так келген, келгенем этим это, синга, говорит, опять, говорит, женихи приехали, мы там какие женихи, мы там, вот, говорит, мы там, а что мы там с ним переехал-то? Ну все, я никуда не уеду ты. Ну так, остался в Челябинске. Юсуповы воспитали двух сыновей, настоящих батыров. Старший – Марис, заслуженный тренер России, президент Всероссийской и Челябинской областной федерации борьбы на поясах, по примеру отца посвятил свою жизнь спорту, тренерской работе. Младший – Марсель, известный общественный и политический деятель, успешный бизнесмен. Самое главное, что передали супруги Юсуповы своим детям, внукам – это лучший пример духовного и физического роста, самодисциплины и большой любви к людям, к родине, к жизни. Он всегда умел находить момент, когда надо уйти. Он вовремя, в свое время ушел из самбо, вовремя ушел из большого спорта. Потому что понимал, что, может, его время прошло. Может быть, он мог еще какое-то время существовать на том уровне, на который он вышел. Но прогресса бы уже не было. И ладно прогресса, он понимал, что он бы тормозил тех, кто идут за ним. А для него это было важнее. И я вот всегда вспоминаю его слова, что всегда он гордился, что у него 250 мастеров спорта, там, 14 международников, там, заслуженные мастера спорта. А в последние годы жизни он больше гордился, сколько у него учеников стало заслуженными тренерами России. Тот ключик, который он подбирал и к своим ученикам, и, наверное, давая свою любовь нам, детям своим, вот это, вот, наверное, самое важное, что я хотел бы перенять. Не говорю, что это перенял, но хотел бы перенять у своего отца, потому что это дорогого стоит, когда человек большой, сильный, уважаемый, все-таки вот где-то подскажет и где-то с хорошим словом, добрым словом поддержит тебя, это, наверное, очень важно. Своих учеников воспитывал с малолетства, с маленького, ну, скажем так, с подросткового возраста, и действительно становился для них как отец. И вот Марис на сегодняшний день, наверное, вот относится к своим ученикам, к своим, вот, с тем, с кем он работает, именно так же. Он ушел из жизни всего за 2 месяца до своего 80-летия, и люди поколениями будут вспоминать о легендарном тренере, благодарить его за тот вклад, что он сделал для большого спорта, а вклад огромный. Обычной меркой не измерить. Его при жизни называли и продолжают сейчас называть папой челябинского дзюдо. Харис по натуре был очень ласковым человеком, добрым. Всегда он со мной рядом, он живой для меня. Он не умер, он не ушел от нас. Харису Юсупову с 2005 года присвоено звание почетного гражданина Челябинска. Сбылась у знаменитого тренера и еще одна заветная мечта – построить в родной деревне Аркаул мечеть. Причем такой нарядной мечети, по оценкам местных жителей, нет во всей округе. В честь Хариса Юсупова также названа мечеть в металлургическом районе города и улица в новом микрорайоне Парковой. На доме, в котором 20 лет жил знаменитый спортсмен, в память о нем 8 июля 2012 года установлена мемориальная доска. В финале своей книги Харис Мунасипович раскрывает секрет своего успеха. Слова звучат как назидание будущим поколениям. Случайностей в жизни не бывает. Все закономерно. Если ты трудолюбив до фанатизма, если целеустремлен до невозможности, то всегда пробьешь себе дорогу на Олимп. И не только в спорте, в любой сфере деятельности. Учитесь, работайте, и все у вас получится.